Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Биз саат 2-ге пландаштырылган басма сөз жыйынды баштоону туура көрдүк. Бүгүн Республикалык штабтын басма сөз борборунда, пресс-центринде, пресс-борборунда Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Асырандиев Эркин Шамшидинович Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу ушу экономикадагы кырдаал боюнча маалымат берет. Бизди түз эфирден ЛТР телеканалары аркылуу Пирамида ТВ, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Ала Тоо 24, КТРК, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, ЛФМ жана YouTube канал аркылуу, ошондой эле Калар маалымат агенттиги, Фейсбуктагы Кыргыз өкмөтү жана социальное правительство баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители. Мы начинаем запланированную нашу пресс-конференцию с участием вице-премьер-министра Кыргызской республики Асырандиева Эркина Шамшидиновича. Он расскажет, предоставит информацию о экономической ситуации в Кыргызстане на текущий момент. Эркин Шамшидинович, вам слово. Добрый день, уважаемые наши соотечественники. Я хотел бы свое выступление разделить на 4 темы. Первое – это о разрешенных видах деятельности в условиях чрезвычайного положения. Второе – каков порядок осуществления транспортных перевозок, как пассажирских, так и грузовых. Третье – это правила организации торговли и сферы обслуживания. А также четвертое – это короткое сообщение о счете добровольных взносов. В условиях чрезвычайного положения, то есть в городе Бишкек, город Ош, Сузакский, Наукатский, Карасуйский районы, разрешены следующие виды экономической деятельности. Предприятия, связанные с производством, транспортировкой и реализацией продуктов питания и продовольствия, как в натуральном, так и в сыром виде и переработанном, а также производства, которые связаны с упаковкой, тарой и сопутствующие иные производства. То есть первое, прошу обратить внимание, это все, что связано с продовольствием и с продуктами питания. Сюда же входит, поскольку мы говорим о сыром виде, сюда же входит и сельскохозяйственная продукция, и все, что с ней связано, это производство, выращивание, транспортировка и реализация. Второй вид разрешенной деятельности – это все предприятия и организации, связанные с производством, транспортировкой и реализацией лекарственных средств, медицинских препаратов, изделий и принадлежностей. В этот перечень также входят средства индивидуальной защиты, маски, халаты, бахилы, перчатки и так далее. Третье направление – это все, что связано с производством, транспортировкой и реализацией горюче-смазочных материалов и газовых баллонов. Далее разрешены все виды услуг, все предприятия и организации, связанные со всеми видами услуг по жилищно-коммунальному хозяйству. Это газ, свет, обеспечение отоплением, сбор и вывоз мусора, обеспечение электроэнергии. Это все разрешено. Они работают в штатном режиме. Также разрешена деятельность медицинских учреждений. Разрешена деятельность коммерческих банков. При этом Национальному банку рекомендовано временно приостановить деятельность микрокредитных организаций и обменных бюро. Госфинадзору рекомендовано временно приостановить деятельность страховых компаний, ломбардов и осуществлять ее в удаленном дистанционном режиме. Разрешена деятельность частных охранных организаций, чья работа конкретно связана с вышеуказанными разрешенными видами деятельности и охраной крупных объектов. Разрешена деятельность отдельных таможенных организаций, которые связаны с поставками необходимой продукции в Кыргызстан и в Бишкек. Также разрешена деятельность отдельных организаций из сферы коммуникаций, то, что связано с обеспечением телевидением, радио, телефонной, мобильной связью, операторами, интернет-провайдерами, а также предприятиями и компаниями, которые связаны с техническим обслуживанием данной сферы. Вторая часть моего выступления – то, что касается транспортных перевозок. В связи с тем, что чрезвычайное положение было введено в короткие сроки,
возникли некоторые сложности в транспортных перевозках внутри города, так и пересечение ее периметра. Я обращаюсь к нашим жителям и прошу отнестись с пониманием, что возникают некоторые сложности. В действительности транспортные перевозки должны были бы осуществляться по разрешениям и специальным пропускам. Но ввиду коротких сроков и ввиду большой загруженности комендатуры, а также то, что необходимо было в срочном порядке организовывать блокпосты, возникли некоторые сложности и возникли некоторые неудобства для наших компаний и для наших жителей. И я хотел бы обратиться с просьбой, с пониманием отнестись. Здесь имеет место и человеческий фактор, принимаются оперативные решения, но иногда возникают ситуации, что на исполнительском уровне эти решения трактуются несколько иначе, из-за этого возникают проблемы. Так вот, чтобы в ближайшее время снять эту проблему, во-первых, принят приказ коменданта относительно передвижения грузов первой необходимости. Все грузоперевозки, которые связаны с производством, транспортировкой и реализацией продуктов питания, продовольствия и медикаментов, а также горюче-смазочных материалов и газовых баллонов, осуществляются беспрепятственно и круглосуточно. Поскольку имеет большое значение оперативность, и очевидно, что в короткие сроки сложно обеспечить всех специальными пропусками и необходимыми разрешениями, принят вот такой приказ. Этот приказ будет разослан на все блокпосты. Для еще большей оперативности в ближайшее время этот приказ в отсканированном виде будет опубликован в СМИ, в интернете, по всем социальным сетям, также на официальном телеграм-канале штаб КР по COVID-19. И вы, уважаемые грузоперевозчики, связанные с разрешенными видами деятельности, первыми тремя позициями, то есть, еще раз повторюсь, это продовольствие, медикаменты и ГСМ, вы можете самостоятельно распечатать и вручить вашим водителям и экспедиторам. Водители и экспедиторы, которые осуществляют грузоперевозки, они должны иметь на руках эту копию приказа коменданта, соответствующие документы на транспорт и водительское удостоверение. Я уверен, что также при водителе имеется маршрутный лист, который удостоверяет, что эта компания, этот транспорт осуществляет перевозки того или иного вида деятельности. И при предъявлении данных документов на блокпостах или патрульных машин вас должны пропускать беспрепятственно, круглосуточно и беспрепятственно. Далее, то, что касается перевозок сотрудников организаций и предприятий, разрешенных к деятельности. Как вам известно, со вчерашнего дня приостановлена деятельность общественного транспорта и деятельность такси. По факту сейчас такси курсируют, некоторые виды такси курсируют по городу, но в действительности этого не должно быть, и в ближайшее время, в самое короткое время будет приведен в порядок. Каким образом должны осуществляться перевозки сотрудников и работников разрешенных организаций и предприятий? Все предприятия и организации должны самостоятельно организовать транспортировку своих работников и сотрудников собственным транспортом либо наемным. Для того, чтобы эта перевозка осуществлялась с минимальными сложностями, мы сейчас вносим проект приказа коменданту, аналогичный по грузоперевозкам. И он также будет опубликован. И транспорт, который осуществляет перевозку сотрудников и работников, они должны иметь при себе копию этого приказа, а также списки сотрудников. Каждый сотрудник и работник должен при себе иметь справку с места работы, что он работает на таком-то предприятии. Там справка составляется самостоятельно, в произвольной форме, должны быть указаны основные данные о компании, какой вид деятельности, место расположения. Желательно, чтобы был указан маршрут и график передвижения и соответствующим образом заверен.
Теперь вернемся к грузоперевозкам. По периметру города Бишкек, поскольку на территории города Бишкек введено чрезвычайное положение, по периметру этого города установлены приказом коменданта 9 блокпостов. Этот перечень блокпостов сейчас тоже будет опубликован. И в этом приказе говорится о том, что обеспечивается беспрепятственный провоз продуктов питания, лекарственных средств и средств медицинской защиты, а также товаров первой необходимости. Грузоперевозчики, я рекомендую распечатать этот приказ, который будет опубликован, и иметь при себе для того, чтобы на блокпостах могли вы предъявить. Со своей стороны комендатура прилагает все усилия, все госорганы прилагают меры к тому, чтобы этот приказ в кратчайшие сроки в должном виде и с должным содержанием был доведен до рядовых работников блокпостов. Но все мы люди, есть человеческий фактор. Чтобы не возникало вопросов, мы эту копию приказа также опубликуем с тем, чтобы вы сами могли им воспользоваться. Так, далее. Третий вопрос, то, что касается организации торговли и обслуживания. По всем видам разрешенной деятельности допускается обслуживание людей, то есть это в аптеках, продуктовых магазинах, медицинских учреждениях, на ГСМ, но вводятся определенные правила. Во-первых, при возникновении очередей расстояние между людьми, стоящими в очереди, должно быть не менее 1,5 метра. Я призываю граждан самим соблюдать эти правила. Также руководители и владельцы продуктовых магазинов, аптек и иных объектов, чья деятельность разрешена, они обязаны обеспечить такую организацию очередей. И они несут ответственность за соответствующую организацию. И кроме того, обслуживание людей в зоне сервиса, либо в магазинах, должно быть из расчета 1 человек на 5 квадратных метров. К примеру, если продуктовый магазин имеет торговую площадь в 100 квадратных метров, то одновременно они могут обслуживать не более 20 человек. И владельцы и руководители этих объектов, они несут ответственность за соблюдение этих правил. Ну и просьба к нашим гражданам самостоятельно тоже организовываться, чтобы соблюдать эти правила. Четвертое, то, что касается счета добровольных взносов. На сегодняшний день открыт счет добровольных взносов в казначействе Министерства финансов Кыргызской Республики, а также в 2 государственных банках. Это АИЛ-банк и РСК-банк. Средства, которые аккумулируются на счетах государственных банков, они переводятся на единый счет казначейства Минфина. Все средства собираются на этом счете. На сегодняшнее время, на данный момент, на этот счет собрано 35 миллионов 294 тысячи сомов. В средствах массовой информации имеются сведения о том, что ряд бизнесменов по собственной инициативе сделали добровольные пожертвования, но и возникают вопросы. Мы видим, что возникает много вопросов, где эти деньги, на что они потрачены, как они использованы и так далее. Я хочу обратить внимание, что часть добровольных взносов осуществляется самостоятельно на те счета и по тем направлениям, которые эти инициативные граждане считают нужным. У нас нет, мы никому не устанавливаем обязательства, чтобы все взносы поступали на счет Минфина. Кто-то перечисляет на счета Минфина, кто-то перечисляет на счета Айльбанка и РСК, которые также далее идут в Минфин. Кто-то самостоятельно открывает счета и аккумулирует там добровольные взносы. Это добрая воля людей, и мы не можем налагать обязательства и контролировать эти взносы. Поэтому, если возникнут вопросы, что вот ряд бизнесменов там, по нашим собственным расчетам собрало столько-то большую сумму, столько-то миллионов сомов, а в Минфине денег меньше, я вам еще раз объясняю, что в Минфине собираются не все добровольные взносы. Часть добровольных взносов аккумулируется нашими инициативными гражданами самостоятельно. То, что касается добровольных взносов, которые аккумулируются на счетах Минфина, сейчас образовывается общественный наблюдательный совет.
куда войдут депутаты Жогорку Кеңеша, а также представители от нашей общественности. Этих кандидатов предлагают сами общественные организации, и этот наблюдательный совет будет контролировать использование этих средств. Еженедельно будет предоставляться в СМИ отчет, на какие цели и какие расходы были осуществлены. Мы приложим все усилия, чтобы использование этих добровольных взносов было максимально прозрачно и публично. Спасибо. Эгерде мүмкүн болсо мамлекеттик тилде. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Мен сиздерге негизги өзгөчө абалдын шарттарын, экономикага, бизнеске байланыштуу шарттарын айтып берейин дедим элем. Сөзүмдү төрткө бөлсөм, биринчиден, мына Бишкекте жана бир нече шаарлар, райондордо өзгөчө абал деген кечээки күндөн баштап кирди. Ошондуктан кээ бир ишмердүүлүккө тыюу салынды. Бирок ошол эле учурда азык-түлүк коопсуздугу үчүн саламаттык сактоо системасы дагы бир нече тармактар туруктуу иштеп, баары биздин жарандарды камсыз кылыш үчүн кээ бир ишмердүүлүктөргө уруксат берилген. Мен атап кетейин. Биринчиден, бул азык-түлүккө байланыштуу бүт ишканалар жана мекемелер. Анын арасында өндүрүүчүлөр, анын арасында азык-түлүк продукциясын ташыгандар, жүк ташуучулар, ошону саткандар, ошону топтогондор, ушул эле категорияга айыл чарба продукциясы да кирет. Бул продукция чийки зат болобу, кайра иштетилген болобу, бүт баары тең ушул биринчи группага кирет. Андан тышкары ушул биринчи группа азык-түлүккө байланыштуу башка дагы байланган өндүрүштөрдү дагы камтыйт. Мунун арасында упаковка, таара чыгарган өндүрүштөр. Мунун баарына уруксат. Экинчи категория бул дары-дармек чыгарган жана атайын фарм компаниялар дагы уруксат берилген. Мен атап кетейин, бул өндүрүүчүлөр, медицинага байланыштуу жүк ташуучулар, ошону сатуу системасы, сода тармагы деп коелу, аптекалар, булардын баарына уруксат берилген. Дары-дармектен тышкары жанагы маска, халат, бахила ташып, сатып, ошону өндүргөндөр да бул жака кирет. Үчүнчү категория бул күйүүчү майлар жана газ баллондорго байланыштуу ишканалар. Төртүнчү категория бул бүт турак жай чарбасы, жилищно-коммунальное хозяйство. Мунун арасына газ, электроэнергия, жылуулук, таштандыктарды чогултуп жана чыгаруу, ушунун баары бул жака кирет. Кийинки категория бул бүт медициналык ишканалар жана мекемелер. Мамлекеттик дагы, менчик дагы булар иштей берет. Кийинки категория бул коммерциялык банктар. Коммерциялык банктар, ошол эле учурда биз улуттук банкка рекомендация берип атабыз, убактылуу микрокредиттик компанияларды жана акча алмаштыруучу жайларды жабууга. Микрокредиттик компаниялар жана башка мекемелер өз ишин дистанционно алып бара алат. Дагы кийинки категория бул коопсуздукту камсыз кылган мекемелер, частный охранный организация. Ошо мен мындан мурунку атап кеткен мекемелерге тийиштүү, ошол эле банктардын коопсуздугун камсыз кылгандар, чоң соода борборлорунун ошол эле май куюучу жайларды коопсуздугун камсыз кылган мекемелер, булардын дагы иштөөсүнө уруксат берилген. Дагы бир категориялар бул таможняга байланыштуу менчик мекемелер. Себеп дегенде биз сырттан келген товарларды, сырттан келген жүктөрдүн бияка ташуусун жана таможнядан өтүшүн токтотпошубуз керек. Биринчи ирет жанагы азык-түлүк жагынан жана медицина жагынан. Ошондуктан бул мекемелерге да уруксат берилген. Жана дагы кийинки категория бул байланышка
тийиштүү мекемелер, анын арасында интернет провайдер, телевидениеге байланыштуу, радиого жана ошолорду техникалык тейлөө кылган ишканалар. Экинчи маселе бул жүк ташууларды жана адамдардын жүрүш турушунун тартиби. Жүк ташуулар мына биринчи ирет мен айтып кетер элем, Бишкек шаарынын коменданты менен буйрук чыкты. Бишкектин тегереги боюнча, Бишкектин периметри боюнча 9 блокпост коюлган. Бишкекке кирип чыгуу жолдорунда. Ошол эле учурда жүк ташуулар, азык түлүккө байланыштуу жана медицинага байланыштуу жүк ташуулар туруктуу болуш үчүн Бишкек шаарынын коменданты менен мына буйрук чыкты. Бүгүн бул жерде жазылып турат: обеспечить беспрепятственный провоз продуктов питания, лекарственных средств, средств медицинской защиты, а также товаров первой необходимости. Мына бул буйрук бүт блокпостторго таратылган. Бул буйрук тизме менен жакынкына арада биз массалык маалымат каражаттарына беребиз, интернетке, бүт социалдык тармактарга беребиз. Ушунун копиясын сиздер дагы чыгарып алып, жаныңыздарда ошол айдоочуларга берип койсоңуздар болот. Кээ бир блокпостторду эми туура түшүнүш керек, урматтуу жарандар. Блокпосттордо кызматкерлер алмашышы мүмкүн. Бул жерде жана человеческий фактор деген барыңыздар көрүп атасыздар. Бул өзгөчө абалды тез арада киргизгенге мажбур болдук. Тез арада комендатура уюштурулду. Мындай окуя Бишкекте биринчи жолу болуп атат. Муну да туура түшүнүш керек. Биз көрүп атабыз, биз байкап атабыз. Мына көп көйгөйлөр чыгып атат. Кээ бир жерде пробкалар болуп калды, түшүнүксүз болуп атат. Ошол эле чыккан чечимдер ар кандай аткаруучулар ар кандай түшүнүп калып атат. Мунун баарын сиздер менен суранат элем, туура түшүнүп кабыл алыңыздар. Менин оюмча жакынкы арада мунун баары иретке келет. Мындай өзгөчө абалда жаңы тартип киргизип атканда дайыма ушундай проблема болот. Бизде эмес, бүт өлкөдө ушундай. Ошондуктан биз болушунча аракет кылып атабыз тез арада тартип киргизгенге. Тез арада ар бир жаранга, ар бирибизге, элге туура түшүндүргөнгө биз болушунча аракеттерди кылып атабыз. Ошондуктан башында биз бул жүк ташууларды жана жанакы уруксаат берилген организациянын иштөөсүн жеңилирээк кылганга ушундай тез арада приказдарды, буйруктарды комендантыбыз кабыл алып атат. Негизи мына массалык маалымат каражаттарда, ошол эле социалдык тармактарда мындай көп суроолор пайда болуп атат. Биздин жарандар көп суроолорду арасында да критика бар, аны да биз туура түшүнөбүз. Пропуск деп атасыңар, пропускуңар кайда, ким берет, качан берилет? Мына азыр мына ошо комендатуранын жанында чоң очередь болуп калыптыр. Эми бул жерде туура түшүнүш керек. Муктаж болгон мекемелер жана жарандар абдан көп. Аны тез арада бир 2 саатта же 1 күнүн ичинде комендатура толугу менен тейлеп, ар бирөөнү карап чыгып, уруксаат беребинби, бербейинби, берсе ошонун баарын туура кагазга түшүрүп туруп, кол тамгасын коюуга бул бир топ убакыт керек. 2 күнбү, 3 күн, может 1 жумага чейин болуп кетет. Анткени абдан көп болуп атат. Ошондуктан биз сизге кайрылат элек. Мына могу 2 буйрук дагы 3-чүсү чыгат. Азыр кол коюлуп туруп, тез арада мына социалдык тармактарга, массалык маалымат каражаттарга таратылат. Сиздер өзүңүздөр чыгарып алсаңыздар болот. А жерде жөнөкөйлөтүлгөн шарттар көрсөтүлгөн, ошону сиздер кармашыңыздар керек. Мына бул биринчи буйрук, мына экинчи буйрук чыкты. Экинчи коменданттын буйругу чыкты. Бул жана жүк ташуу боюнча шаар ичинде. Биринчи буйрук бул шаарга кирип чыгуу жөнүндө, экинчи буйрук болсо шаар ичинде жүк ташууну кандай кылса болот. Бул жерде мындай деп жазылып турат. Мен расмий тилде окуп кетейин. Муну кыргызча которгонго да убакыт жетишкен жокпуз. Биринчи пункт: обеспечить беспрепятственное и круглосуточное передвижение грузов автомобильным транспортом по городу Бишкек, связанное с производством, переработкой, транспортировкой и реализацией биринчи азык-түлүк. Мунун арасына айыл чарба продукциясы да кирет. Жана азык-түлүккө байланыштуу башка өндүрүштөр. Мен айтып кеттим, упаковка, тара жана башкалар. Экинчиси бул дары-дармек жана средства индивидуальной защиты деп атабыз. Маски, халаты, медицинские изделия и принадлежности. Бул 2. Үчүнчү болсо бул
горючие смазочные материалы и газовые баллоны. Мына ушул 3 тармакка байланыштуу жүк ташуулар туруктуу, эч кандай тоскоолдуксуз шаар ичинде жүргүзүлүш керек. Мына азыр биз көрүп атабыз, шаар ичинде кээ бир туура эмес түшүнүктөр болуп, кээ бир жерде токтотмойлор болуп атат, кээ бир жерлерде мына машинелер өтө албай атат. Мына мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Ушул буйрук мына ыкчам түрдө азыр интернетке жана социалдык тармактарга чыгат. Сиздер мекеменин жетекчилери өзүңүздөр бул приказдын копиясын чыгарып алып, ар бир айдоочуга берсеңиздер болот. Айдоочунун жүк ташуучунун, айдоочунун өзүндө сөзсүз түрдө бул эми кадимки тартипте деле бар. Машиненин техпаспорту, водительское удостоверение, анан маршрутный лист болот. Маршрутный листте ошол жерде көрсөтүлөт. Кайсы мекеме эмне жүк ташып баратат, кайсы маршрут, датасы бүт көрсөтүлүп турат. Ошону эле сиздер постторго, милицияга көрсөтсөңүздөр, сиздерди эч кандай тоскоолдуксуз узата берет. Кийинки маселе бул жанагы уруксат берилген ишканалардын жумушчулары кандайча жумушуна жана үйүнө барып келип иштейт. Мына биринчиден кечэтен бери коомдук транспорт токтотулган, троллейбус, автобус, маршрутка деген баары токтотулган. Негизи такси да токтош керек эле. Такси токтосун деген чечим чыккан. Эми мына тартипти ошо толугу менен киргизгенге бир аз убакыт керек. Мына биз азыр көрүп атабыз, шаарда кээ бир таксилер жүрөт. Бул негизи туура эмес. Уруксат берилген ишканалар жана мекемелер өзлөрүнүн жумушчуларына транспорт уюштуруш керек. Мына мен көрүп атам, кээ бир ишканалар жана мекемелер, кээ бир банктар өзлөрүнүн жумушчуларын алып келип ташууга уже транспорту уже уюштуруштур. Ар бир жумушчу өз жанында баланча жерде иштейм деген справкасы болуш керек. Ал справкада аты жөнү, кайсы кызматта турат, кайсы мекеме, ошол көрсөтүлүш керек. Ошол мекеме эмне менен алектенет? Азык түлүккө тийиштүү болсо, аны да жазыш керек. Бул бир. Анан айдоочуга, жумушчуларды ташып аткан айдоочуга дагы ошол жумушчулардын тизмесин түзүп бериш керек. А жерде дагы мекеменин печати болуш керек, тамгасы болуш керек. Бул мына ыкчам түрдө жакын арада көрүлүп аткан чаралар. Бара-бара жанакы биз айтылып аткан пропуск, атайын пропуск, уруксат берүү, мунун баарын иретинде келет. Бирок дагы бир жолу кайталап кетейин, урматтуу жарандар, туура түшүнүңүздөр. Мына бул жерде могу шарттарды бир күндө, 2 күндө, 1 саатта, 3 саатта кылына турган иш болондуктан кээ бир нерселерге жетишпей атат биздин кызматкерлер. Дагы бир жолу кайталап кетейин, жанакы буйруктарды өзүңүздөр чыгарып туруп таратып колуңуздарда болсо, посттордон жана патрулдан эч кандай тоскоолдук болбойт. Үчүнчү маселе бул жана уруксат берилген дүкөндөрдө азык түлүк продукциясы менен сатып аткан ошол эле базарларда жана тейлөө тармактарында, бул аптекалар, медициналык ишканаларда кандайча жарандардын тейлөөсүн уюштуруш керек. Биринчиден, тейлөө имаратында 5 квадрат метрге бир адамдан ашык болбош керек. Мисалы, азык түлүк дүкөнү болсо, соода аянты 100 чарчы метр болсо, бир убакытта 20дан ашык киши болбош керек. Муну ошол дүкөндүн ээси же башкаруусу муну өзү көзөмөлдөш керек. И ушул шарт, ушул эреже сакталганга бул ээси дагы, ошол дүкөндүн директору да буга жооптуу. Экинчиден, тейлөө тармактарында жана соода тармактарында кезек түзүлүп калса, очередь, адамдардын ортосунда 1,5 метрден кем эмес болуш керек. Муну дагы ошо тейлөө уюштуруп аткан жана дүкөндөрдүн ээлери көзөмөлдөш керек. Бул биринчиден. Анан мен да жарандардын өзүнө да кайрылат элем. Сиздер да өзүңүздөр ушул эрежени сактаганга аракет кылыңыздар. Мисалы, дүкөндө адам көп болсо, аяка кирбеңиздер, күтүңүздөр киши азайгыча. Кезек түзүлүп калса, бир ортоңуздардан алыс-алыс турганга аракет кылыңыздар.
Анан төртүнчү маселе мына жана өз ыктыяры менен коронавируска каршуу максатында ошо түшүп аткан каражат жөнүндө. Бул каражаттар үчүн атайын финансы министрлигинде счет ачылган. Андан тышкары 2 мамлекеттик банк, Айыл банк менен РСК банкта да счеттор ачылган. Ал 2 банкка түшкөн каражаттар күн сайын Минфиндин счетуна которулуп турат. Бүгүнкү күндө азыркы саатка 35 миллион 294 миң сом чогулду. Ушул эле учурда башка кээ бир биздин жарандар, кээ бир бизнесмендер алар дагы өзлөрүнүн салымын берип атат. Анан ошол эле учурда биз байкап атабыз, көп суроолор пайда болуп атат. Бул акча кайда кетти, каяка короп кетти, муну ким карап атат, ким көзөмөлдөп атат. Мен сиздерге айтып кетейин. Өз ыктыяры менен берип аткан каражаттарды бир гана счетко топтогула деп биз айта албайбыз. Анткени муну жарандар өз эрки менен кылып атат. Жанакы мен айткан счеттордон тышкары дагы башка банктарда өзүнүн демилгеси менен башка дагы счеттор ачылышы мүмкүн. Биз буга тыюу сала албайбыз. Мейли жакшы андай кылып атса. Ошондуктан жанагы интернетте аталган суммалар мына 15 миллион, 5 миллион, 3 миллион, анан дагы бир нече жолу миллион сомдон деп жүрөт. Анын баары сөзсүз эле түрдө ушул счетко түшүп атат деген ой туура эмес. Биз мына кайсы жанакы 3 счетко кайсы акча түшсө, ошого гана биз жооп бере алабыз. Андан тышкары дагы бир жолу кайталап кетейин. Башка счетторго же балким алар ошол бөлүштүргөн суммага счет ачпай эле түзмө-түз балким жардам берип аткандыр, балким азык-түлүк, медицина товарларын алып ошону таратып аткандыр. Биз аны көзөмөлдөп же бирдемкеге милдеттей албайбыз. Анткени бул жарандардын өзүнүн эрки да, өзүнүн эме демилгеси. Бул Минфинде ачылган счет жана ушул каражаттар боюнча мына азыр коомдук байкоочу кеңешме түзүлүп атат. Анын кеңешмесине 2 депутат жана коомчулуктан 2-3 көз карандыс мүчө кирет. Аны коомчулук өзү сунуштап атат. Жакынкы арада түзүлөт. Ким ал кеңешмеге кирди, аны да биз жарыялап беребиз. Ошол кеңешме күн сайын бул каражаттар кандай чыгашалар болду, эмне сатып алынды, кайсы баа менен, ошонун баарын көзөмөлдөп турат. Жума сайын биз бул счет кандайча колдонулуп атат, бул каражаттар кайсы жака кетип атат, биз ачык, айкын бүт массалык маалымат каражаттарына интернетке бүт жарыялап турабыз. Аны баарыңыздар көрсөңүздөр болот. Бул учурда менин оюмча биз эң негизги максат бул чогулган каражаттар даректүү керек болгон жарандарга, керек болгон медициналык жумушчуларга жана башкага ошол эле өзгөчө кырдаалда муктаж болгондорго түзмө-түз жетиш керек. И бул акчалардын колдонушу болушунча ачык, айкын болуш керек. Рахмат. Эрген Шамшудинович, тогда перейдем к вопросам. Вот студии Алато задают вопросом. Работают аптеки и продовольственные магазины, кроме того АЗС. Но идут весенние полевые работы. И как и где купить удобрения, запчасти и к сельхозтехнике? На сегодняшний день торговые точки и рынки, которые занимаются реализацией промышленных товаров, запчастей, они закрыты. Тот же рынок Кудайберген закрыт. Мы настоятельно рекомендуем переходить на онлайн-торговлю. Сейчас современные средства это позволяют сделать. Есть размещенные объявления по реализации тех или иных запчастей в интернете, в средствах массовой информации. Есть много рекламы, это можно делать удаленно, дистанционно, созваниваться и обеспечивать доставку. Это касается промышленных товаров, запасных частей и так далее. При этом мы понимаем, что ряд наших фермеров могут испытывать с этим сложности, и поэтому этот вопрос сейчас проработки. Каким образом организовать реализацию запасных частей. То, что касается удобрений, семян, это все относится к первой категории, которую я уже назвал. В первой категории указано, что все предприятия и организации, связанные с производством, реализацией
транспортировкой сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, продовольствия, они разрешены. Поэтому то, что касается удобрений семян, это входит в первую категорию. А запасные части мы рекомендуем пока осуществлять дистанционно в режиме онлайн, но сейчас этот вопрос у нас стоит на повестке, и мы будем решать, каким образом организовать эту работу. Вопрос от журналиста Камиля Садыкова. Можете объяснить, недавно Абулгазиев сказал, что мы из бюджета выделим более 1 миллиарда сомов для борьбы с коронавирусом. Где эти деньги? Эти средства выделяются постепенно. То есть это не значит, что уже целый миллиард одномоментно выделен на борьбу с коронавирусом. Во-первых, потребность возникает не одномоментно. Во-вторых, нужно учитывать и бюджетные возможности. У нас есть другие обязательства, и мы здесь должны обеспечивать выполнение обязательств и по пенсиям, по заработным платам бюджетников, по пособиям. Из указанной суммы выделена определенная часть. Я сейчас, к сожалению, точную сумму на данный час не смогу сказать, но создан эпидемиологический фонд при Министерстве здравоохранения, который осуществляет закупки медицинских изделий, медикаментов, и который используется для покрытия нужд работников системы здравоохранения, связанные вот с борьбой с этой эпидемией. Также есть фонд при МЧС. Это законный установленный фонд. Туда тоже выделены средства, которые расходуются на средства дезинфекции, на организацию вот этих блокпостов, организацию безопасности и обеспечение особого режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения. Вопрос от экономического издания «Тазабек» Алтына Исмаилбекова. Какое выполнение бюджета прогнозируется в связи со сложившейся ситуацией? Министерство экономики и Министерство финансов подготовило расчеты по потенциальным потерям бюджета в связи со снижением экономической активности, перекрытием границ и сокращением грузоперевозок. Предварительная сумма оценочно составляет порядка 27-28 миллиардов сомов в течение 2020 года. Будут ли даны налоговые каникулы субъектам предпринимательства? Если да, то какими и на какой срок? Сейчас, я до этого в своем выступлении говорил 2-3 дня назад, в разработке антикризисный план, который направлен на поддержку бизнеса и снижение негативного влияния на экономику. Вчера этот финальный вариант этого антикризисного плана обсуждался на уровне премьер-министра с участием ключевых министерств и ведомств. Сейчас этот антикризисный план дорабатывается, и я думаю, что сегодня либо завтра мы озвучим основные направления этого антикризисного плана, который также включает некоторые меры, связанные с налогообложением. Хочу отметить, что при разработке этого антикризисного плана учитывались предложения и инициативы, которые поступали от бизнеса, учитывался опыт других стран, также были предложения от парламента. Мы старались учесть все мнения. Но скажу прямо, что с точностью повторить опыт других стран, допустим, России, Америки или Европы, или Турции, или Казахстана у нас не получится. Это я прямо говорю. Будет сложно, потому что в указанных странах есть финансовые возможности прямой поддержки экономики. У них есть их бюджеты, их резервные фонды, их ресурсы позволяют прямо поддержать бизнес, отменить налоги на определенное время. Мы эти вопросы смотрим, и поэтому мы должны трезво оценивать свои финансовые возможности. Что уже закуплено и в каких объемах? А что еще нет и откуда закупать будем? Я сейчас не готов ответить на этот вопрос, потому что я занимаюсь больше вопросами обеспечения деятельности бизнеса и экономическими вопросами. То, что касается приобретений по линии системы здравоохранения и по линии Министерства чрезвычайных ситуаций,
я поручу собрать эту информацию и представить обществу. Вопрос от Клопкиджи Айдай Иргибаева. Разве комендатура не может обеспечить предпринимателей нужными справками дистанционно? Почему представители бизнеса вынуждены идти за ними в комендатуре и стоять в очереди при том, что нежелательно к скоплению людей в очередях? Хороший вопрос и хорошее предложение. Над этим ведется работа, но прошу понять правильно, решение о введении чрезвычайного положения и организация комендатуры и установление порядка осуществлялось в очень короткие сроки, буквально 1-2 суток. И сразу все заранее подготовить было невозможно, потому что ситуация с этой инфекцией, динамика ее меняется ежедневно, ежечасно. Поэтому многие решения приходится принимать на ходу и оформлять на коленках, буквально на коленках. Поэтому заранее обеспечить всех пропусками, заранее составить списки, это практически невозможно, учитывая вот такие сжатые сроки. Поэтому мы для начала, со временем это все будет исполнено. Со временем все получат специальные пропуска, все эти списки будут введены и будет организовано онлайн получение разрешений. Мы это сделаем, постараемся сделать в самые короткие сроки. Но до этого, я вот до этого в своем выступлении озвучивал, принято решение издать приказ, в котором оговорены, кому разрешено работать, как перевозить грузы и как перевозить своих сотрудников. Этот приказ будет опубликован, и наличие этого приказа с другими документами, оно позволяет беспрепятственно проезжать по заранее определенному маршруту. И эти приказы перевозчики должны при себе иметь также справки, списки и маршрутные листы. Сразу скажу прямо, эти формы, они тоже сейчас не установлены, потому что разработка, утверждение, потом рассылка по всем блокпостам, это все требует времени. Поэтому, уважаемые наши граждане, уважаемые предприниматели, там отражены основные данные, которые должны быть указаны в этих справках. Вы составляете самостоятельно. Строго определенной формы нету. Самое главное, чтобы эти документы у вас содержали основную информацию и были заверены. Какие меры вы будете предпринимать, чтобы помочь бизнесу? Ну, я думаю, здесь вопрос повторяется. Я уже до этого говорил, что сейчас финализируется антикризисный план, который предусматривает поддержку бизнесу и снижению негативных влияний на экономику. В самое ближайшее время, я думаю, сегодня вечером или завтра в течение дня мы дадим официальное сообщение об основных мерах этого антикризисного плана. На что именно вы планируете потратить ресурсы на борьбу с коронавирусом? Наверное, мы этот вопрос уже... Да, Чингис, давай вот повторяющиеся вопросы уже это... Да. А как будут поддерживать людей, если карантин продлится больше месяца? Большинство не имеет возможности работать дистанционно. Дастам Бекешев предлагал вернуться к продуктовым карточкам. Рассматривается ли подобный вариант? Да, если, не дай бог, эта ситуация продлится более чем месяц, мы думаем над тем, чтобы каким образом мы могли бы оказать поддержку, помощь, в первую очередь, социально уязвимым слоям и, в первую очередь, продуктами первой необходимости и медикаментами. Вопрос от 24KG. Будут ли приняты решения по послаблениям по соцфонду, когда и какие будут эти решения? То, что касается социальных отчислений, этот вопрос также в рамках антикризисного плана рассматривается. По вашим подсчетам, на какой срок бизнесу и людям готовиться к сложностям? 3 месяца, полгода, год? Мы рассчитываем, что эту ситуацию удастся остановить, удержать и купировать и снизить в течение месяца. И потом еще какое-то время потребуется, чтобы постепенно восстановить жизнедеятельность нашего бизнеса, государственных органов и структур.
Я думаю, что это примерно в течение 3 месяцев. Люди просят не отключать электроэнергию, газ, воду на время ЧП и начислять пени за просрочку оплаты. Когда будет принято такое решение? Да, во-первых, во время ЧП мы обеспечим бесперебойное снабжение электроэнергией, горячей холодной водой, газом. Все будет работать в штатном режиме. То, что касается уплаты задолженности и возникновения пений, этот вопрос рассматривается. Можно ли создать мозговой центр с включением людей из бизнеса? На самом деле, при разработке антикризисного плана мы проводили на базе Министерства экономики встречи с бизнесом. От них мы получили ряд предложений. Также привлекались независимые эксперты, как из сферы бизнеса, так и из сферы экономики. Они непосредственно участвовали в разработке этого антикризисного плана. На самом деле этот антикризисный план, он может быть изменен в любой момент в случае наличия жизнеспособных, оправданных и целесообразных предложений и мероприятий. Поэтому вы можете, если у вас есть предложения, вы можете направлять их письменно в аппарат правительства, можете на мое имя отправлять или на имя премьер-министра, мы обязательно их рассмотрим. Большая часть населения не была готова ни к ЧП, ни к комендантскому часу. У людей нет накоплений, заработной платы не выдают и не выдадут в ближайшее время. У многих в семье по 2, 3, 4 ребенка, а работа приостановлена. Как и чем кормятся людям? Работники бюджетной сферы, те, которые непосредственно не связаны с обеспечением безопасности, системой здравоохранения по линии Министерства чрезвычайных ситуаций, за исключением указанных работников, остальные все бюджетные работники переведены максимально на дистанционную работу, при этом с сохранением заработной платы. То, что касается частного бизнеса, мы рекомендуем владельцам и руководителям крупных предприятий поступить точно так же. Если их деятельность приостановлена либо ограничена в связи с ЧС, либо ЧП, то направить людей, обеспечить их пребывание дома, обеспечить по возможности дистанционную работу, где это возможно, с сохранением заработной платы мы рекомендуем. По поводу потребительских кредитов заявление приняли, но теперь требуют бумаги обоснования, что на основании чего вас отпустили с работы. И говорят, что проценты мы будем платить вместо 6% по 8%, если мы даже предоставим документы. РСК Банк. Почему каникулы на 3 месяца просто без документов не дадут? И так все ясно, какая бумага им нужна. Национальным банком принято решение, в рамках которого всем коммерческим банкам рекомендовано предоставить отсрочки по платежам как по основной сумме, так и по процентам на срок не менее 3 месяцев, во-первых. Во-вторых, принято четкое решение о неначислении штрафных санкций и пений. То есть, если у вас даже случится просрочка, банки не имеют права брать с вас пени. Все наши стратегические партнеры по ЕАЭС закрылись. Местное производство приостановлено из-за карантина. Как выживать будем? Чем кормить население и на что? Это сложный вопрос. Вчера состоялся чрезвычайный внеочередной совет ЕАЭС, на котором обсуждалась вот эта проблемная ситуация, связанная с коронавирусом. Мы все пришли к единому мнению, что не должно быть никаких ограничений во внутренней торговле, во внутренних перевозках и в первую очередь в части, касающейся продуктов питания, продуктов первой необходимости, медикаментов. То, что касается, какие меры по поддержке бизнеса, я уже озвучил, что в ближайшее время мы представим общественности антикризисный план, который будет содержать основные меры, связанные с кредитами, налогообложением
и иной финансовой помощью. Инициативная группа предпринимателей предлагает в Бишкеке шить защитные костюмы для врачей. Кому обратиться? Министерство здравоохранения. А почему деньги со спецсчета не тратятся? Чего вы ждете? Последний вопрос. В настоящее время на закупки изделий первой необходимости, маски, защитные костюмы в комплекте вместе с очками, бахилами, перчатками и так далее, экспресс-тесты, аппараты искусственного дыхания и так далее, эти закупки осуществляются за счет средств, которые были выделены из бюджета. Проблема в том, что сейчас весь мир испытывает острую потребность в этих указанных изделиях. И поэтому не всегда удается закупиться в должном объеме и обеспечить быструю его доставку. Наши государственные органы ведут работу практически со всеми нашими соседями и с международными организациями для того, чтобы обеспечить дополнительный объем. Мы сейчас слышим критику, что не запаслись масками, не хватает экспресс-тестов, не хватает тепловизоров. Да, это есть проблема. Но это проблема по всему миру. Я хотел бы объяснить, что нужно с пониманием к этому отнестись. Дефицит масок, он даже в Америке ощущается. И поэтому закупки и усилия, чтобы обеспечить закупку и поставку этих первых необходимых изделий, она ведется постоянно. На это используются сейчас средства, выделенные из бюджета. Средства, которые саккумулированы на добровольном счете, я до этого сумму озвучил, 35 с лишним миллионов сомов, пока аккумулируются и не расходуются, потому что, я еще раз повторюсь, все закупки осуществляются за счет бюджетных средств. Во-вторых, мы хотим в срочном порядке принять регламент использования этих средств и привлечь в качестве наблюдательного совета представителей общества и парламента, для того, чтобы использование этих средств было прозрачно и публично, чтобы потом завтра ни у кого вопросов не возникало. Эркин Шамшунин, спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы, надеюсь, ответили на все ваши вопросы и рассказали о экономической ситуации в Кыргызстане. У нас сегодня в пресс-центре республиканского штаба был вице-премьер-министр Кыргызской республики Асрандиев Эркин Шамшудинович. Вы нас смотрели в прямых эфирах на телеканалах ЛТР, КТРК, Пирамида, Алату 24, Ош ТВ, НТМАХ ТВ, на радиостанциях Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, ЛФМ, также через YouTube-канал телекомпании ЛТР, в социальных сетях на Кыргыз өкмөтү и социальное правительство в Фейсбуке. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, биздин суроолорго жанагы Кыргызстандагы экономикалык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Эркин Асрандиев Эркин Шамшудинович жооп берди жана маалымат берди. Бизде түз эфирден ЛТР телеканал аркылуу КТРК, Пирамида, Алату 24, Ош ТВ, НТМАХ ТВ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, ЛФМ, ошондой эле ЛТРдин YouTube каналы аркылуу жана Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, социалдык баракчаларынан көрө алдыңыздар. Чоң рахмат.